الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد уважаемые братья и сестры мусульмане ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пусть Всевышний Аллах сделает наш этот маджлис смывающим много тысячи и тысячи плохих маджлисов. Пусть Всевышний Аллах сделает намерение каждого, кто решил посетить этот маджлис ради него. Уважаемые братья и сестры мусульмане, Всевышний Аллах в Коране говорит: Бисмиллахир рахманир рахим. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. صدق аль-азим. О пророк Мухаммад, говорит Всевышний Аллах Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, ты скажи, говорит, уверовавшим сестрам, мусульманкам, чтобы они закрывали свои глаза, чтобы не смотрели на недозволенное, чтобы отдалили себя от греха, зина, прелюбодеяния. И скажи им, чтобы они закрывали свои прелести, свою красоту, кроме тех мест, которые разрешено показывать. Также Всевышний Аллах говорит далее: Бисмиллахир рахманир рахим. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. Скажи им, чтобы они не показывали свою красоту, кроме как своим мужьям. Уважаемые наши сестры, матеря, так ли это на самом деле наш сегодняшний день? Всевышний Аллах, который нас создал, повелевает нам так. Так ли мы себя ведем на сегодняшний день? Нет, совсем наоборот. Красоту, которую нужно показывать мужу, муж этого не видит абсолютно. Вся красота идет людям. Все женщины стараются как бы себя красиво сделать, как бы выглядеть красивее, как бы надушиться лучше, чтобы люди посмотрели на нее, чтобы люди удивились, увидя ее красоту. Итак, хиджаб. Что это такое хиджаб? Многие понимают это по-разному. Хиджаб это то, чтобы женщина скрывала себя и вела себя так, чтобы она не привлекала внимания. Это не означает только, чтобы полностью прикрыться. Это означает и не надушиться, значит, такими хорошими, приятными запахами. Также не одевать, значит, просто скрывать себя не хватает. Нужно скрывать себя такой одеждой, которая не просвечивает. Одеждой, которая не облегает все тело. Нужно закрыть, значит, все части тела, кроме овала лица и кроме кистей рук. Кроме кистей рук. Вот так нужно вести себя мусульманской женщине. Итак, но, к сожалению, у нас в обществе сейчас есть такие женщины, которые, значит, преграждают путь к этому. Каким образом? Значит, в первую очередь, вот сейчас начинается лето, и женщины ссылаются на то, что жарко, и начинают оголяться. Уважаемые сестры, Всевышний Аллах создал нас, наше тело, и создал эту жару. Если бы Он не знал бы, что наше тело способно вытерпеть эту жару, Он эту жару на нас не послал бы. Значит, Всевышний Аллах посылает такую жару, которую мы в состоянии терпеть, ведя себя так, как Он нам повелевает. А если сказать о том, чего ожидает ту женщину, которая открывает себя в судный день, этот адский огонь в 70 раз горячий, в 70 раз температура больше, чем этого огня, который у нас здесь. Так что та женщина, которая хочет себя открывать здесь, пусть хотя бы один палец, хотя бы на полминуты поставит на огонь и посмотрит, сможет ли она вытерпеть. Если сможет, тогда такой женщине может им дозволено так ходить. Также отсутствует, как Мухаммад Ариф говорил, отсутствует воспитание в духе ислама наших маленьких девочек. Значит, так же, как мы обязаны научить наших детей с 7-летнего возраста совершению намаза,
также нужно обучить девочек закрывать себя с 7-летнего возраста. Почему? Чтобы она привыкла к этому. Чтобы, когда она достигла совершеннолетия, чтобы она к этому была уже привыкшей. И ничто не заставило бы ее снять этот хиджаб. Также, вот в школе бывает так, многие спрашивают этот вопрос. Если, говорят, в школе заставляют снимать, что, говорит, делать? Есть такой закон, который разрешает всем, как они хотят одеваться. Если учитель или директор заставляет снимать, то можно подать в суд на этого директора и учительницу. Мы выиграем. Обязательно. Далее. Упреки со стороны знакомых. Стоит какой-то женщине одеть хиджаб, сразу ее подружки, которые были до этого, говорят: «О, ты что, старушка, что ли? Как ты нарядилась? Сними это быстрее. Так нельзя, ты еще молодая». Уважаемые сестры, посмотрите друг на друга в хиджабах, как красиво выглядите. Старушки же так не выглядят. Значит, далее. Также, конечно же, вот в первую очередь нужно было сказать, это то, что женщина не одевает хиджаб, это стремление понравиться противоположному полу. Но ведь та женщина, которая себя открывает, то она становится как бы, она унижает себя. А на самом деле ислам сделал женщину, так возвеличил женщину, чтобы она себя закрывала подобно драгоценному камню. Мы же драгоценный камень на дорогу уже не выбрасываем. Драгоценный камень мы закрываем и храним дома, в сейфе. Вот так же мы должны сохранять своих женщин тоже от чужих глаз. Также ссылаются, говорят вот так, самое основное тоже. Вот там какая-то девушка в медресе обучилась, в исламском институте обучилась, или она жена такого-то ученого, она же не одевается так. Я что ли должна одеваться? Уважаемые сестры, они будут отвечать за свои грехи, вы будете отвечать за свои. Всевышний Аллах говорит: «Валя тазиру вазиратун визра ухра». Один человек не будет тащить на себе грехи другого человека. Вы о себе позаботьтесь. Вы не ссылайтесь на такие вещи. Также, конечно же, следование моде заставляет нас снимать исламскую одежду. Следование моде, мол, так сейчас не модно ходить. Платки не в моде. Нужно открываться. Это цивилизация, в кавычках. Посмотрим, цивилизация это или нет. Встречаются две женщины. Одна, которая носит хиджаб, другая с распущенными волосами. Эта модница говорит мусульманке: вы, говорит, отсталый народ, говорит. Вы, говорит, одеваетесь, себя закрываете, говорит, вы, говорит, отсталые, вы в ногу с модой, говорит, не идете. Она говорит: посмотрим, говорит, кто из нас отсталый. Мы знаем, говорит, с первых времен люди только тазобедренные повязки знали. Значит, только это у них было. Со временем они начали, значит, одеваться, скрывать себя все больше и больше. И вот дошло до того, что полностью человек себя закрывает. А значит, теперь идет обратный процесс. Обратно вот к первобытно-общинному строю катимся обратно. Значит, к тазобедренным повязкам уже доходит дело. И пупок показывать можно теперь. И спину показывать можно. И так далее. Вот какая из этих женщин цивилизованная на самом деле? Также, уважаемые сестры, вот женщина, у которой умер какой-то родственник, она одевает траур. Она думает, что это траур на самом деле. Что подразумевается под трауром? Траур это такая одежда, которая не привлекает внимания. Не обязательно, чтобы черный цвет был. Чтобы не привлекало внимания. У нас как бывает? Черная одежда, облегающая, просвечивающая. Это разве траур? Она наоборот притягивает внимание. Далее. Сейчас, когда идешь по улице, порой невозможно бывает различать, парень идет или девушка идет. В брюках, с мужскими прическами. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ла'ан Аллаху аль-муташаббихина минан нисаи бир-риджаль ва минар риджали бин-ниса». Всевышний Аллах проклял, говорит, тех женщин, которые уподобляют себя мужчинам,
и тех мужчин, которые уподобляют себя женщинам. Также здесь уместно привести такой хадис пророка, который передает Абдуллах ибн Амр, что в конце моей уммы, говорит, будут такие, говорит, мужчины, в кавычках, то есть, которые вот себя вот в красивом виде хотят показать, как женщины наряжаются, так наряжаются, хотят быть похожими на женщин со стороны красоты. Они, говорят, будут подъезжать к мечети на дорогих, ну там на седлах, говорится, в то время же машин не было, на дорогих машинах в это время, да, будут подъезжать к мечети и не заходить в мечеть. То есть будут отдавать мертвого, чтобы за него джаназа намаз сделали, а сами будут оставаться во дворе. Ихние жены, говорит, будут одеты раздетыми. То есть одетыми, одежда-то будет, говорит, но просвечивающая, говорит, будет, облегающая, как будто нету ее. На их головах, говорит, будет такая вещь, говорит, как горб верблюда, говорит. Они, говорит, проклятые, говорит, вы их проклинаете, говорит, таких женщин. Пророк саллаллаху говорит. Чтобы под это проклятие не попасть, уважаемые сестры, давайте следовать повелениям Всевышнего Аллаха. Также, почему наши женщины ведут себя так? Почему оголяются? Ну, конечно же, следование за кафирами, вот в телевизоре стоит что-то показать, какая-то мода, на следующий день уже это в нашем обществе тоже появляется. Есть такой хадис пророка, если, говорит, неверный человек войдет в норку, говорит, куда только маленькая ящерица может просунуться, вы тоже, говорит, за ним просунетесь туда, говорит. До того, говорит, вы следуете за ними. Что же будет, если следовать за такими людьми? Пророк говорит, кто уподобится кому-то, то он будет из них. То есть с ними вместе и в ад тоже попадет, если им будем уподобляться. Не хватает же только шахадат произнести и себя вести как попало. Также женщины стараются понравиться мужчинам, как сейчас в это время, любыми способами. Даже изменяют свою внешность, пластическую операцию делают. Выщипывают, значит, коррекцию бровей, так называется. Это делают, чтобы понравиться другим. Это все, уважаемые сестры, харам. В исламе запрещено это все делать. Есть хадис пророка, что Аллах проклял женщин, которые, значит, делают наколки, и которым делают наколки. Которые выщипывают свои брови. Которые свои даже зубы выравнивают, чтобы казаться красивой. Таких, говорит, женщин проклял. Чтобы от этого проклятия отдалиться, нужно следовать повелениям Всевышнего Аллаха. Также у нас, уважаемые сестры, уважаемые братья, вот этот ислам только в пределах мечети только у нас ислам остался. Или в пределах таких маджлисов. На маджлис приходят все закрытые. Как только маджлис заканчивается, или как только намаз заканчивается, сразу все, уже можно открываться, уже все, свобода. Так же не бывает. Значит, у нас вот такие адаты появились. Когда, например, сватают невесту, вот такие адаты, там нужно кольцо одеть пойти. И там, значит, что бывает? Все собираются, и женщины, и мужчины, танцы устраивают. Значит, женщины с мужчинами вперемешку. Это все харам. Это все недозволено. Значит, нам нужно делать тауба от всего этого. Также на свадьбах. На свадьбах собираются. Разницы не бывает, с каким человеком выйти потанцевать. Это что такое? Это как называется? С кем потанцевать выйти, разницы не бывает нашим женщинам и нашим мужчинам тоже. Если была бы разница, не пускали бы, наверное. Есть хадис, переданный Абу Саидом Аль-Худри, что каждое утро, говорит, два ангела кричат вот так. Горе, говорит, мужчинам от женщин, и горе женщинам от мужчин, говорит. Почему? Потому что вот так наряжаются, чтобы понравиться друг другу. И в конце концов это приводит, значит, к прелюбодеянию, к такому греху приводит. И из-за этого им, говорит, вот это вайлюн будет, то есть вот этот адское, ад, говорит, вот такой, который называется вайлюн, в судный день, говорит, будет очень такой жаркий, в котором очень много мук бывает. Также нужно затронуть такую тему, я коротко затрону, вот общение по телефону,
общение по АСКА, называется такая вещь. АСКА, одноклассники. Значит, также, или просто общение перед женитьбой, или встречей, это все харам. Это все недозволено. Мы знаем, что порой даже такие парни бывают, что фотографию свою, не свою ставят, а другого ставят, красивого парня, чтобы пообщаться с какой-то девушкой. Это все идет обман. Мы это все прекрасно знаем. Поэтому это все является харамом. Также есть такой хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, передается Абу Хурайратом. Иман, говорит, подобен рубашке, которую Аллах одевает на того, кого хочет. И когда один из рабов, говорит, совершит прелюбодеяние, то эта рубашка, говорит, с него снимается, рубашка имана. И говорит, пока он не покается Всевышнему Аллаху, эта рубашка, говорит, к нему не возвратится. То есть этот иман не возвратится. И если человек умрет в таком состоянии, то он, конечно, умрет он без веры. Он умрет неверным человеком. Пусть Всевышний Аллах защитит нас от такой смерти. Уважаемые сестры, уважаемые братья, к чему приведет это все? Если мы вот так будем продолжать в том же духе. Есть хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, «Иза захара фи карьятин аз-зина вар-риба, фагад ахаллю би анфусим азаб Аллах». Если, говорит, в одном из сел, в одном из городов появится, говорит, прелюбодеяние и ростовщичество, то есть вот под проценты, кредит и так далее, то, говорит, они сделали дозволенным для себя, говорит, наказание Всевышнего Аллаха. Если мы будем продолжать в том же духе, то огромная беда нас ждет. Всевышний Аллах нас покарает и здесь, на этой земле, и в судный день. Нам нужно всегда об этом думать. Нам нужно себя остерегать от таких, значит, грехов. Итак, подводя итог, исламская женщина в это время должна быть богобоязненной, должна себя скрывать от людских глаз, кроме, значит, близких, родных, и также все делать ради довольства Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах поможет нам все так делать, пусть Всевышний Аллах нам все истинное покажет истиной, и даст тауфик следовать истине, и все неверное покажет неверным, и отдалит нас от всего неверного. Альхамдулилля.